صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala в Коране нам говорит: «Фаин таназа'атум фи шайин, фаруддуху иля Аллахи ва расуль». Если у вас возникнет вопрос, любой спор, то вы должны вернуться к Аллаху субхану ва тааля и к Его посланнику. То есть любой ученый, каким бы ученым он ни был, он взвешивается на весах Корана и Сунны. И поэтому, когда мы, например, говорим о каком бы то ни было ученом, например, если бы на прошлых уроках мы бы не называли имя, сказали бы, один ученый говорит так, что якобы Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сядет на арше вместе с Господом, Аллахом субхану ва тааля, то все бы удивились. Но когда возникает имя, произносится имя Ибн Таймия, то для кого-то это как... То есть человек сначала выбирает человека и через его призму изучает акиду. Но разве мы не должны взвесить это на весах Корана и Сунны? Разве его слова не должны соответствовать тоже Корану и Сунне? То есть любого ученого, кто бы это ни был. Раньше последователи Ибн Таймии обвиняли нас, и то есть многих здесь, кто живет в Татарстане, что слепо следуют Абу Ханифе, не знают далилей, не изучают акиду, не изучают фикх. Мы сейчас пришли к тому, что говорим, давайте вернемся к слову Аллаха субхану ва тааля и к сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и будем взвешивать все свои действия на соответствие сунне. Например, когда возник вопрос у Галимджана Баруди, например, айбадат исламия, есть дуа после намаза, и там произносится, например, «Я файяд», «Аллаху махфадна я файяд». Галимджан Баруди не произносил файяд, он произносил «Аллаху махфадна я хафид», потому что он говорил, что это не нашел в сунне и не приходит в Коране. То есть наши ученые, они всегда тонко относились к этому. Когда читали дуа, смотрели, чтобы дуа были достоверные, дуа, который любил сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. И любой вопрос акиды мы тоже должны черпать из самой главной книги по акиде, которой является Коран. Итак, следующий вопрос, который мы будем разбирать, что шейх не видел препятствий, не видел проблем приводить слова, где есть ташбих, с калямом Аллаха Тааля, сравнивая его со звуком других махлюков, другими творениями. То есть он не видел никаких проблем в этом. И приводится риваят, на который ссылается, что Ахмад сказал в хадисе от Зухри, что он сказал, когда Муса, алейхиссалям, говорил с Господом, то он сказал: «Я Рабби, о Аллах, хада калям, аллади сами'таху, который я услышал, хуа калямук, это разве твои слова?» Им было отвечено: «Наам, я Муса, да, Муса, хуа калями, это мои слова. И я говорил с тобой по силе, которая равна 10 тысячам языков. Уали кувва альсина кулляха, у меня есть сила вообще всех языков. Уана аква мин далик, я сильнее, чем это. И я говорил с тобой таким образом, чтобы ты смог вытерпеть и выдержать. Если бы я говорил с тобой сильнее, чем это, то ты бы погиб». И когда Муса, алейхиссалям, вернулся, то есть продолжаем читать риваят, на который он ссылается, когда Муса, алейхиссалям, вернулся к своему народу, они сказали ему: «Объясни нам, охарактеризуй, сделай, то есть сиф ляна, как говорил, какова речь Господа». Он сказал: «Субханаллах, как же я смогу вам охарактеризовать, описать речь Аллаха?» Они же сказали: «Ну тогда уподобь чему-нибудь, сравни с чем-нибудь, уподобь». Он сказал: «Вы слышали гром?» То есть гром, когда он гремит, но это приятно,
И вот это похоже на это. Такой риваят. Дальше в книге «Филь-Фатауа Кубра» он говорит, что это ясно указывает на то, что Господь говорил саутом, звуками, что Господь говорил звуками, и Он может говорить еще сильнее, чем этот звук, и даже без звука. То есть вот здесь слова. И самое интересное, на что нужно нам обратить внимание, что, следуя, опираясь на этот риваят, который приводится здесь, что Муса, алейхиссалям, он не возразил тому, что люди попросили его сделать ташбих, уподобить саут, и сделал это уподобление. То есть обратите внимание, тогда нам нужно, во-первых, понять, что нисба, отношение этих слов к имаму Ахмаду, оно недостоверно. Отношение этих слов, что имам Ахмад, рахимахуллах, привел этот риваят, это недостоверно. И дальше шейх, как всегда, не следует пути мухаддисов, не приводит санад до муаллифа, до автора. Приводит слова имамов только джазиман, отрезанными, без иснада. Мы с вами же говорили, если не было бы иснада, как Абдуллах ибн Мубарак говорил, «Ляуляль асанид лакаля ман шаа ма шаа». Если бы не было иснада, то кто бы что хотел, то бы тот и говорил. Приводится, что эти слова сказал имам Ахмад, это в нусхе, который относится книга, которая относится к нему и называется «Рад аля занадыка валь джахмия», опровержение зиндыков и джахмитов. И приводится риваят по пути от Абу Бакра Абдул-Азиз бин Джафар, также от Абу Бакра Ахмада бин Мухаммада бин Харун, также от Хидр бин Масна, от Абдуллаха, сына имама Ахмада, и он от своего отца. И нужно упомянуть, что Хидр бин Масна, его тарджума, описание этого ученого описывает Ибн Абу Ю'ля в книге «Табакатуль Ханабиля», книга, описывающая ханбалийских ученых в риваяте от Абдуллаха, то есть вот этот риваят разбирает и не приводит, то есть джарх и та'диль. Другими словами, этот человек маджгуль, неизвестно ни хорошего, ни плохого о нем. То есть это человек маджгуль. И после этого имам Ибн Раджаб Хамбали в Каваидах приводит такое правило, что маджгуль не следует ему. Если человек неизвестен, то ему не следует. Также имам Захаби сказал, что эта книга ложно относится, приписана имаму Ахмаду. Можно Сьер Аляму Нубаля в книге это увидеть. Имам Захаби говорит, что эта книга ложно приписана имаму Ахмаду. Дальше мы, когда изучаем, откуда вообще этот хабар, откуда такая весть, то находим, что это относится к Исраилияту, опять же. Имам Байхаки тоже приводит подобное. Этот риваят мы тоже можем разобрать, что в этом риваяте есть Али бин Асим Уаситы, он очень слаб. Говорится, что он ошибался, тянулся к ошибкам, и многие имамы уличали его во лжи. Дальше приводятся другие имена, то есть указывается на то, что этот риваят, он очень слаб, и неправильно будет опираться на него, тем более в таких вопросах, важных вопросах, когда мы говорим о Аллахе Субханаху ва Тааля. Поэтому, то есть комментариев может быть очень много, но мы говорим, что давайте возвращаться к Корану и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы ошибаемся, придите, то есть в любое время. То есть, если человек говорит, не знаю, как найти, может здесь найти на уроке, может записаться даже на прием. Я рад буду, если кто-то придет и скажет, вот есть такой вопрос, вы ошибаетесь. И если я уйду от какой-то своей ошибки, это же прекрасно. Или же тот человек, может быть, он поменяет свое мнение. Поэтому то есть, этого не нужно бояться, не нужно быть просто кнопочным, как называется это, героем. Не просто писать какие-то плохие слова, приведите далиль. Если говорите правду, приведите далиль.
И не нужно смотреть просто на авторитет имени. Если Ибн Таймия, значит все, он маасум. Безгрешны только пророки. И любой человек, он может ошибаться, может говорить правду. صلى عليك الله يا خير